Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. Завершились плановые учения МЧС Абхазии в Рицинском национальном парке. Были отработаны сценарии оказания помощи терпящим бедствия на воде и эвакуации пострадавших. На улице Лесной в поселке Каштак завершены работы по укладке асфальтового покрытия. Ремонт проведен на 6 участках дороги. МИД Грузии потребовал от Венесуэлы отменить признание Абхазии на фоне политического кризиса в латиноамериканской стране. Специальный гость в студии – политолог Беслан Камкия. Завершились плановые учения МЧС Абхазии в Рицинском национальном парке. В ходе маневров спасатели отработали сценарий оказания помощи терпящим бедствия на воде и эвакуации пострадавших. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, подведя итоги учений, дал высокую оценку действиям личного состава, отметив профессионализм и оперативность сотрудников при выполнении поставленных задач. За ходом учений наблюдал вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут. Учения на территории Рицинского реликтового национального парка проводится для отработки навыков спасения в сложных условиях горно-лесистой местности и в водной акватории. Регулярное проведение учений в одном из самых посещаемых туристических объектов страны позволяет поддерживать постоянную готовность подразделений к реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Сегодня на территории Рицинского заповедника прошли тактико-специальные учения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Значит, данное учение можно приурочить к 20-летию с момента создания нашей службы, нашего ведомства. В данных учениях принимали участие различные соответствующие подразделения МЧС. Это Государственная инспекция по маломерным судам, медицинское управление, пиротехнические подразделения, а также поисково-спасательный отряд. Наш руководитель дал оценку сегодняшним учениям. Эта оценка хорошо, это значит, благодаря большому опыту наших сотрудников, бойцов. И хотелось бы подметить, что на сегодняшний день в данных учениях и в нашей службе в целом наблюдается, значит, тенденция о том, что приходят молодые сотрудники на службу, получают соответствующий опыт, становятся большими специалистами. И все это благодаря определенным решениям руководства страны, которые были приняты, я считаю, своевременно. Это повышение заработной платы, что сильно влияет на условия службы в целом. Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Это является важным условием российской стороны, заявил по окончанию встречи Владимира Путина с 3 посланцами президента США помощник российского лидера Юрий Ушаков. Также обсуждался Совет мира, в том числе ситуация вокруг Гренландии. Было предложено направить 1 миллиард замороженных активов. Остальные средства можно было бы отправить на восстановление территорий, пострадавших после окончания боевых действий. Как отметили в Кремле, встреча длилась около 4 часов. Переговоры назвали содержательными, конструктивными и конфиденциальными. Переговоры продолжались около 4 часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными. Собеседники, как известно, прибыли из Давоса, где буквально до самого вылета в Москву участвовали в серии мероприятий вместе со своим президентом Дональдом Трампом, в том числе в тех, которые касались украинского урегулирования. В целом, я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий. Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в регулировании украинского
кризиса политико-дипломатическими методами. И пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей. Именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой. В Объединенных Арабских Эмиратах начались переговоры представителей России, Украины и США. В таком формате встреча проходит впервые. Переговоры начались в пятницу вечером и продолжатся 24 января. О важности трехстороннего формата переговоров и о том, какого результата можно от них ожидать, мы поговорили с политологом Дмитрием Бабичем. Я думаю, что это хорошая новость присутствия высокопоставленных американских военных, потому что это показывает, что американцы, которые все-таки спонсоры процесса, да, то есть без них Европа воевать долго не сможет. Какое-то время сможет, но долго не сможет вместе с украинским режимом. Вот. Их присутствие показывает, что американцы настроены на достижение результата. Это нужно и Трампу, потому что в ноябре выборы, и, кстати, его враги в Европе, на что они рассчитывают? Что вот он замедлится, значит, негативные последствия от санкций, от вот этих тарифных войн, они скажутся на жизни американцев, американцы проголосуют за республиканцев, Трамп потеряет Конгресс в ноябре, и все вернется на круги своя. Вот их расчет, пересидеть ситуацию. А его расчет другой, действовать. Быстро действовать, дать какой-то результат, который заставит людей в США проголосовать за него. Мир между Россией и Украиной – это был бы огромный действительно козырь в его наборе карт на выборах в ноябре этого года. На самом деле на Украине живет огромное количество русских и довольно много украинцев, и они ходят на выборы. И если они узнают, что все-таки заключен мир, поверьте, даже украинские националисты могут проголосовать за него. Они тоже не все безумные. Они вообще-то хотят, чтобы земля, на которой они выросли, все-таки не была сожжена полностью. Вот. И это позитивная новость, участие американских военных. Очевидно, идет серьезный разговор о крупных, так сказать, проектах, да, о самом главном соотношении сил в Европе. Новый баланс. То есть американцы как бы говорят России: ладно, хорошо, вы показали, что вас не заломать санкциями за 3 года или 4. Вы показали, что вы не боитесь начать боевые действия. Хорошо. Что вы хотите? Да, давайте вот сформируем какую-то линию, которая нас разделит. Вот. И это, конечно же, огромный прогресс, потому что я напомню, что перед этим, в 2021 году, мы предлагали, давайте проведем вот эту линию вашего влияния, нашего влияния, давайте сделаем ее, мы предлагали там, где, собственно говоря, у нас закончился мирный период, в 1998 году, когда было заключено вот это соглашение о расширении НАТО. НАТО расширилось, но Запад не выполнил свою часть обещаний, что не будет использовать расширение НАТО для усиления давления на Россию. Вот. Эти страны стали очень антироссийскими, на которые НАТО расширилось, и Польша, и Прибалтика. Вот. Поэтому Россия вот в 2014 году она как бы ответила на это нарушение со стороны Запада. Шла борьба сначала, значит, вот вокруг Донецка, Луганска, потом с 22 года вообще открытая война. Ну, вот теперь наша, так сказать, самая прагматичная часть наших противников вылезла из окопа, помахала белой тряпкой и сказала: ну что, ну давайте решим, что вы хотите и что мы можем вам дать. И это уже хорошо, это уже начало разговора. МИД Грузии потребовал от Венесуэлы отменить признание Абхазии на фоне политического кризиса в латиноамериканской стране. На что надеются грузинские власти подобными заявлениями, учитывая крепкие связи Каракаса и Сухума, и почему вместо конструктивного подхода мы вновь слышим ту же мантру от Тбилиси. На эти вопросы нам ответит гость студии, политолог Беслан Камке. Здравствуйте, Беслан Астамурович. Здравствуйте. Так на что же надеются грузинские власти такими заявлениями, учитывая крепкие связи Каракаса и Сухума?
Ну, я полагаю, что это традиционный такой ход во внешней политике Грузии на протяжении многих десятилетий, о том, чтобы Абхазия была такой Южная Осетия. Эта проблема ставится тогда, когда на переговорных процессах усилить свои позиции. Ну, вряд ли это конструктивно. Сейчас конструктивизма в международных отношениях достаточно не хватает у всех, но вряд ли оно вызвано такими высчитанными реальными потребностями сегодняшней внешней политики Грузии. Вот. Ну и мне кажется, что ослабление режима, как это кажется, режима Венесуэлы не так уж он ослаб. Возможно, временно. Вряд ли там в Венесуэле возникнет такая политическая культура, которая будет гармонизировать, скажем так, с такими серьезными доктринами, которые непонятны порой, так сказать, некоторым, не только в самих, так сказать, Соединенных Штатах даже, возможно, нет пока такого единства, но тем не менее концепция принята в Соединенных Штатах национальной безопасности в декабре, и в принципе это значится, западное полушарие сугубо входит в территорию сугубо важных жизненных интересов Соединенных Штатов. Вот. Возможно, этим и вызвано, что будут вытесняться из западного полушария все политические акторы, которые, в общем-то, вот, будут противоречить интересам Соединенных Штатов. Видимо, этим и вызван, высчитаны эти моменты грузинской вот, внешней политики, руководства, которое якобы это позволит, скажем так, и дальше решить. Как бы вы оценили выбранный Тбилиси момент для такого политического маневра? Вот этот момент, который сейчас он выбран, кажущийся, конечно, что сегодня ослабление режима Мадуро может быть вот в сторону западной такой вот американской позиции станет. Да, момент такой может и есть, и вероятность такая, в общем-то, возможно, и предвиделась грузинскому истеблишменту, что можно, в общем-то, склонить, вот, осуществить какую-то одну победу. Это тоже, как бы, считается плюсовой, если это удастся Грузии вот, отозвать вот, одно признание вот, страны Венесуэлы. Да. Почему, на ваш взгляд, вместо конструктивного подхода Тбилиси вновь и вновь говорит об оккупации Абхазии, не желая признавать существующие реалии? Да, вот конструктивизм вот в вашем вопросе, да, звучит это подход, это метод, это школа в международных отношениях. То есть как изучается реальность, адекватность. Если с позиции бывает эмоциональных, скажем так, скажем так, нерациональных, романтических всяких позиций, есть конструктивистский подход, конечно, он отсутствует сегодня, да, конечно. Вот реальность сегодня в Грузии, ее геополитическое положение говорит о других доктринах. В принципе, они озвучиваются, но пока не доминируют, так сказать, в политосфере Грузии. Скажем, вот занять такую нейтральную позицию, скажем, да, Грузия могла бы, она адекватно бы отвечала бы региональной безопасности, вот. Вот. Я думаю, что эти позиции, они как бы вот мотивы уходят в приобретение политических, скажем так, выигрышей, как бы, да. Это из-за рейтинга в основном идет, скажем так, мотивация за борьбу за рейтинги. Поднять рейтинг, отозвать, выиграть, победить, завоевать вот, какие-то позиции. Вот. Поэтому мне кажется, что это, в общем-то, приносит, возможно, краткосрочный успех, но в долгосрочном таком она значения особого не имеет. Вот, я бы так сказал, да. Большое спасибо, Беслан Астемурович. Это был наш специальный гость в студии, политолог Беслан Камке. В Государственном комитете по репатриации прошла встреча с президентом Федерации абхазских культурных центров Турции Явузом Матрушба и полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагимом Авицба. Участники встречи обсудили вопросы здравоохранения, демографии, культуры, образования и другие актуальные темы. Задержан подозреваемый в ввозе наркотического средства в Республику Абхазия. Подробности в оперативной съемке МВД.
Уроженцу города Ткорчал Джике Кахабиру Валерьяновичу 1976 года рождения вменяется незаконное приобретение, хранение наркотических средств, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотических средств в крупном размере. Что-либо запрещенное, ограниченное в гражданском обороте при вас имеется? Оружие, наркотики, ядовитые, радиоактивные, химические вещества? Да, что именно? Субъекты. Где приобрели? На улице Уважения. На территории какого государства? России. На территории Российской Федерации? Да. Вышеназванный гражданин был задержан сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району совместно с ГТК Республики Абхазия после пересечения зоны таможенного контроля ПСОУ. Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД Республики, изъятое в ходе личного досмотра гражданина Джики вещество является наркотическим средством бупринорфин. Судом Гагарского района Кахабир Джики заключен под стражу. Расследование в рамках уголовного дела возбужденного по части 2 статьи 223 и пункту А части 2 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия проводит следственное подразделение Гагарского РУВД. На улице Лесной в поселке Каштак завершены работы по укладке асфальтового покрытия. Ремонт проведен на 6 участках дороги. Работы профинансированы из средств Дорожного фонда. Все подробности у Шазины Ханагуа. С вечера 22 января улица Лесная в поселке Каштак преобразилась. В течение дня здесь завершили работы по укладке нового асфальтового покрытия. Раньше дорога была разбита, что доставляло неудобства как водителям, так и местным жителям. Теперь движение по ней стало гораздо комфортнее и безопаснее. Жители улицы Лесной поселка Каштак обратились в письменном виде к главе Гулирского района Харазе Сейду Геннадьевичу с просьбой о покрытии. Также он своевременно обратился к Дорожному фонду. Дорожный фонд профинансировал эту работу. Работы мы начали вчера к вечеру. Работы были завершены полностью. Хотел бы поблагодарить Дорожный фонд и асфальтный завод за участие и всех соседей, которые принимали участие, которые были рядом. Данная дорога давно оставляла желать лучшего. В сентябре 2025 года в результате непогоды и проливных дождей она была размыта. Совместными усилиями администрации и жителей тогда удалось ее частично отремонтировать на самых проблемных участках, залив бетоном. Жители улицы довольны новым покрытием. Асфальтированы 6 отрезков общей длиной 220 метров. Толщина слоя 6-7 сантиметров, ширина 3 метра. Работы финансировались за счет средств Дорожного фонда. Сметная стоимость 2 миллиона 186 тысяч рублей. Есть покрытие хорошего асфальта, мы его не тронули, потому что нет необходимости. Где-то были латочные работы, мы тоже со своей стороны, где были чуть-чуть небольшие ямы, тоже их залатали. Дорога, в принципе, пригодна уже для езды, спокойно. Проложили, в общем, 660 квадратов было выпущено по документации, но сделали чуть больше 700 с чем-то квадратов. Генеральный директор ЖКХ Гулрыбшского района Тимур Начхеби отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. Планируется регулярный мониторинг состояния дорог для оперативного принятия необходимых решений. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Единый дизайн-код столицы разрабатывают в Сухуме. Проект призван систематизировать внешний вид улиц, вывесок и городской мебели, рассказал газете Республики Абхазия начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Сухума Беслан Багателия. У нас идет работа над дизайн-кодом города, то есть это вывески все, это навигация городская. У нас сейчас проблемы с тем, что нет нормальной навигации для туристов в том числе. И у нас проблемы с соблюдением государственного языка, надписи на фасадах. В общем, они должны быть регламентированы. Мы вместе с рекламным отделом будем работать над этим. Плюс это малые архитектурные формы, то есть типовые урны, типовые какие-то уличная мебель, лавочки и так далее. Все это будет регламентировано, и какие-то, допустим, даже
киоски по городу, они будут уже в едином стиле, и все это должно будет согласовываться. Сборная Абхазии «Фантасмагорцы» прошла во второй тур 37-го международного фестиваля команд КВН «Кивин-2026». В фестивале приняли участие 630 команд, из которых во второй тур были отобраны 25. Как сообщает Абснепресс, уже сегодня «Фантасмагорцы» представят программу следующего тура редакторам. Второй тур фестиваля пройдет 25-26 января. Дата выступления нашей команды пока не определена. Абхазские дизайнеры примут участие в первой международной атомной неделе моды в Москве. Кадыр Тванба представит коллекцию из 10 моделей, которые разработаны для государственного заслуженного ансамбля имени Василия Царгуш. Салима Хашеги и Сарида Цвишба подготовят коллекцию «Апса» – попытку воплотить абхазский культурный код в современной одежде. Неделя моды начнется 25 января и завершится 30 января галопоказом в ГУМе. Она станет итогом проекта «Территория успеха. Мода», который реализует фонд АТРАС и программа «Территория культуры Росатома». В участии в мероприятии также примут участие именитые и начинающие дизайнеры из России, Беларуси, Венгрии и Турции. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 24 и 25 января в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки разной интенсивности. В предгорьях возможен дождь с мокрым снегом. В горах снег. Температура воздуха ночью 1-6, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.